На перекрестке улиц Первомайская, Плесина в Сыктывкаре стоит невзрачное серое здание. Что же там такое? Почему туда ежедневно ходят толпы школьников и студентов? Мы задались этим вопросом и взяли за дело. И это оказался научно-геологический музей Института геологии КОМИ научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Он был открыт 21 мая 1968 года и назван в честь Александра Александровича Чернова, известного советского геолога и палеонтолога. Именно Чернов стал первым геологом, начавшим в Коми крае систематические научные исследования, которые привели к открытию Печорского угольного бассейна. Кстати, кроме музея, его имя носят улицы в Сыктывкаре, Ухте, Инте, Воркуте, а в Воркуте стоит даже памятник в его честь. Первое десятилетие музей существовал как хранилище коллекций. При создании основного музейного фонда сразу же отбирались наиболее эффектные образцы для создания будущей экспозиции. Экспозиционную часть музея открыли в мае 1978 года. Ее автором стал Михаил Фишман. В 1980 году был опубликован первый музейный каталог, в котором впервые были приведены данные о коллекциях флоры и фауны фанерозоя СССР, хранящихся в музее. В 1988 году был готов общий отдел музея, а также отдел эволюции органического мира и строения земной коры, отдел полезных ископаемых, в котором было размещено более 1000 экспонатов. В 1989 году были открыты отделы литологии, петрологии, тектоники. В 1990 году открыли минералогический отдел. В 2007 году на основе частного собрания изделий самоцветов Александра Павловича Боровинских и при финансовой поддержке Министерства природных ресурсов Республики Коми был организован выставочный зал «Ноев ковчег». Целых 25 лет Александр Павлович собирал изделия из камня, которые изображают насекомых, птиц и зверей. Характерной особенностью геологического музея является то, что здесь изначально демонстрируются лишь местные образцы, которые характеризуют минеральное сырье и геологическое строение северо-востока, европейской части России и северной части Урала. В настоящее время выставочная площадь музея составляет 350 квадратных метров, где демонстрируется более 3000 экспонатов. В вводном зале освещены основные этапы изучения этих мест, важные открытия. Посетитель здесь знакомится с геологическим институтом и выдающимися геологами. В музее действуют следующие выставочные залы: история геологических исследований на территории Республики Коми, полезные ископаемые Республики Коми, минералогия, литология, петрология, камни-самоцветное сырье, Ноев ковчег и строение земной коры и эволюция органического мира. Центром одной из экспозиций стала копия скелета торбозавра, которая 10 лет назад была привезена в Сыктывкар из Москвы. Из палеонтологического института Российской академии наук ее отправили в разобранном виде. В Сыктывкаре скелет ящера как игрушку из киндер-сюрприза собрали по частям, потом поселили в одном из помещений бывшей столовой института. Тогда же ящера назвали Кешей. Жил Кеша 74 миллиона лет назад. Его скелет всего 6 метров в длину, поэтому можно сказать, что это был подросток. Изготовлен макет скелета из пенополиуретана. Несмотря на кажущуюся пассивность, это очень легкий материал. Кеша был создан на основе скелета, найденного в 1956 году в пустыне Гоби в Монголии советскими учеными. Настоящие кости этого динозавра находятся в палеонтологическом музее в Москве. Самая главная задача музея – возбудить у посетителей интерес к изучению родного края и его истории. Благодаря его экспозициям успешно реализуется. Обязательно посетите этот музей.